Они были молоды и полны сил. Они не знали, что их ждет впереди. Муса Джалиль, Адель Куту и Хасан Туфан, близкие друзья, за 2 года до войны соберутся на свадьбу молодого поэта Сибгата Хакима. Их вскоре всех разбросает война. Адель Кутуй уйдет добровольцем на фронт, будет похоронен в Польше. Хасан Туфан будет репрессирован и окажется в Сибири. Сибгат Хаким попадет на Курскую дугу. Из этой мясорубки, дважды контуженный, он выйдет живым. Самый близкий его товарищ Муса Джалиль в июне 1942 года, пробиваясь из окружения с другими офицерами и солдатами, попадет в плен. Но даже в фашистских лагерях Шпандау, Моабит, Плюцензея Муса Джалиль будет служить родине. Он создаст подпольную организацию в лагере, которая будет изнутри подтачивать силы врага. Муса Джалиль будет казнен 25 августа 1944 года за организацию восстания и подготовку побега заключенных. Он станет символом Второй мировой войны. Он прославит подвиг своего народа в бессмертном цикле стихов «Моабитская тетрадь», который будет написан в фашистских застенках. Казнен, конечно, Муса Джалиль вместе со своими товарищами как особо опасный государственный преступник по суду, не как пленный, а как гражданин Германии, вермахта, за ущерб, нанесенный мощи Рейха. Они сражались за родину и штыком, и пером, на передовой, попав в пекло тяжелейших сражений в первые же военные месяцы. В боях за родину на фронтах Великой Отечественной войны сражались почти все литераторы Татарстана того времени. 123 человека, большинство которых составляли поэты. Писатели Татарстана участвовали в самых важных битвах Великой Отечественной, в том числе Сталинградской и Курской. Многих отправляли на общих основаниях. В 1943 году руководитель Союза писателей СССР Александр Фадеев предложил вернуть хотя бы тех, кто остался в живых, обратно в тыл, но ни один из них не повернул назад. Знаменитый детский поэт Абдулла Алиш и поэт Рахим Саттар будут казнены, как и Муса Джалиль. Поэт Нурбаянов погибнет при освобождении Австрии. Поэт Рахман Ильяс погибнет в боях на Украине. Драматург Мухаммед Аблеев будет убит в 1941 году. Татарский поэт и педагог Мансур Гаязов погибнет на Первом Белорусском фронте в ноябре 1943 года. Прозаик и переводчик Демьян Фатхи погибнет в боях под Воронежем. Первая фронтовая газета на татарском языке «За Родину» вышла 11 июля 1942 года на Северо-Западном фронте. К осени внештатным поэтом в редакцию пригласили Шарафа Мудариса. Известный татарский поэт по немецким листовкам изучил немецкий язык. На татарский язык он переведет произведения Гёте и Шиллера. Шараф Мударис владел 13 языками. Вместе с редакцией поэт-военкор дошел до Рейхстага, и на его руинах во весь голос будет распевать татарские песни. В ноябре 1942 года на Калининский фронт военкором татарской газеты «Вперед на врага» попадает председатель Союза писателей Татарии Авзал Шамов. На страницах газет Шамов опубликовал несколько сотен очерков, рассказов, фельетонов, написанных по следам боев. Третью татарскую газету «За честь Родины» начали выпускать в декабре 1942 года на Воронежском фронте. Военкором сюда прислали драматурга Резу Ишмурата. Выходивший на Карельском фронте татарской газете «В бой за Родину» работал писатель Абдурахман Абсалямов. Хисам Камалов 19-летним уехал на фронт, вернулся одной ногой. Если мы хотим узнать что-то подробнее и реалистическое об этой войне, надо прочитать его романы. Вот 4 романа. Героизм людей на фронте, их самоотверженный труд в тылу получил отражение во многих произведениях. Состояние народной души, потрясенной войной, передавала поэзия. Талантливейший поэт Фатих Карим 3 года был на передовой, служил снайпером и героически погиб при штурме Кёнигсберга. Но его поэзия занимает особое место не только в татарской и русской, но и в мировой литературе. Синең өчен, нәселем өчен, туган ил өчен, мылтык тотып баскан җиремнән бер адым да артка чигенмәм. Еще до войны студент Московской консерватории Фарид Ярулин начинает создавать первые инструментальные фрагменты будущего балета «Шурале». В течение 2 лет композитор пишет большую часть музыки. В 1941 году завершает произведение в клавире, но не успевает оркестровать его. Началась Великая Отечественная война. Фарид Ярулин был призван в ряды советской армии и погиб в 1943 году. Премьера балета состоялась 12 марта 1945 года в Казани.
балет имел большой успех и до сих пор считается великим художественным произведением в жизни татарского искусства. Среди наиболее известных композиторов, творчество которых помогало выживать татарстанцам прежде всего, это, конечно, Ключерев, это Жиганов, Джаудат Файзи, Хабибулин, Михаил Юдин и многие-многие другие. До сих пор точно неизвестно, сколько представителей интеллигенции из Татарии погибли на фронтах Великой Отечественной, так как многие из них уходили обычными солдатами и положили свои головы на чужбине. Но за несколько месяцев до своей смерти Муса Джалиль напишет строки, которые будут пророческими. «Над родной страной мы зажгли зарю, победили в борьбе, воплотили мечты. Не для жадных фашистов, для нас самих мы взрастили невянущие цветы». Эльзира Юзаева, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.